Встреча с Викторией Тарасовой. Очередная благотворительная акция от движения «Вперед, Сибай». Как помочь детям с ограниченными возможностями? На базе детской школы искусств прошла научно-практическая конференция. Подрежут на славу. На придомовых территориях многоквартирных домов началась обрезка деревьев. Это и многое другое в сегодняшнем выпуске новостей. В студии Милиш Бердин. Здравствуйте. Ежегодно в осенний период производится обработка зеленых насаждений на территории нашего города. План работ обслуживающей компании РКЦ, занимающейся благоустройством придомовых территорий и многоквартирных домов, составляет обработка 500 деревьев, подлежащие обрезке с целью омоложения, а также частичной валки с последующей заменой на молодой саженец. О том, на каком этапе находятся работы и в каком порядке формируется список объектов, смотрите в нашем следующем сюжете. Раскидистый карагач, прилегающий к фасаду многоэтажного дома по адресу Закива Лиди 48, в летний период мешал своей листвой проникновению дневного света в квартиры. Такой случай нечастный, по этой причине управляющая компания РКЦ, отвечающая за благоустройство придомовой территории многоквартирных домов, предпринимает массовые меры по оформлению крон зеленых насаждений. При этом, дабы не вызывать недовольство жильцов этажами выше, зеленая листва под окнами которых вызывает исключительно эстетическое удовольствие, компания придерживается строгого алгоритма проведения данных работ. Заявка поступает в ЖЭУ, мы ее согласовываем не только с теми жильцами, кому требуется это омоложение, но со всеми остальными. Если все одобрено, дальше мы согласовываем ее с инженером ПТО и дается разрешение на омоложение, где-то снос, где-то опиловка, допустим. В том случае, если деревья находятся поблизости к коммуникациям, порядок проведения работ предусматривает предварительное согласование и непосредственное участие курирующих данных сети ведомств. Работа по опиловке может производиться по инициативе управляющей компании в том случае, если разросшиеся ветви деревьев мешают проезду спецтранспорта, либо загораживают обзор автомобилистам. Никакого вреда для облика города в целом и придомовой территории в частности при этом не наносится. Мы работаем по сезону. На тот момент, когда сокодвижение прекращается, омоложение, наоборот, способствует более обильному омоложению дерева после этого. А если даже где-то жильцы переживают о том, что будет снос дерева, то за этот период мы первоначально тоже согласованно сажаем новый саженец по весне и по осени перед этим местом. Только после этого сносится дерево, что не останется, как говорится, наш город без очистителей воздуха. За этот год РКЦ было произведено омоложение 320 деревьев на общую сумму 650 тысяч рублей. Еще 170 деревьев планируется привести в порядок до конца сезона. Затратность работ, как комментируют специалисты, обеспечивается трудоемкостью процесса, при организации которого зачастую приходится прибегать к использованию автовышки и другой специальной техники. В том случае, если деревья старые и при падении могут нанести вред имуществу или здоровью человека, оно подлежит корчеванию. Позднее дерево заменяется новым саженцем. Так, за текущий сезон новые саженцы появились в жилом дворе по адресу Строителей 4. Активное участие в процессе, как отмечают специалисты управляющей компании, принимали и сами жители. Дворниками совместно с жителями было высажено 153 саженца. В основном рябины, жимолость, калина. Осенью было высажено 100 деревьев рябин. Есть, конечно, такие моменты, что дети ломают деревья. Но в основном где-то 70%, наверное, приживается. Почти весь план работ, как отмечалось ранее, формируется в заявительном порядке. Горожанам, желающим привести в надлежащий вид зеленые насаждения на территории своего дома, следует активнее выступать с личной инициативой и обращаться с пожеланиями в жилищно-эксплуатационное управление. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Инклюзия в учреждениях образования и культуры, или как помочь детям с ограниченными возможностями здоровья социально адаптироваться и творчески реабилитироваться. Эти и другие вопросы обсуждали педагоги города на научно-практической конференции, которая прошла на базе детской школы искусств. Тему продолжит Ирина Оренбургина. В рамках госпрограммы «Доступная среда» на 2011-2020 годы для руководителей педагогических работников учреждений образования и культуры в Сибае состоялась региональная научно-практическая конференция. Ее темой стала социальная адаптация и творческая реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях образования и культуры. Опыт, проблемы, практика. Почему Сибай? Во-первых, потому что Сибай – это традиционно очень гостеприимный город, очень гостеприимный край, где всегда рады
различным и творческим мероприятиям, и научным, как в нашем случае, да, научно-практическим мероприятиям. Во-вторых, Сибай включает в себе огромное количество учреждений и образования, и культуры, которые ведут работу в направлении социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья уже много-много лет. Не потому, что это направление работы законодательно регламентировано или есть какие-то законодательные директивы, а потому что, наверное, по зову сердца педагогические работники, я знаю это не понаслышке, потому что очень часто бываю в подведомственных своих учреждениях, и в детской музыкальной школе, в детской школе искусств, в нашем колледже искусств. В мероприятии также приняли участие заведующий отделением свободного творческого развития детей с ограниченными возможностями здоровья Екатеринбургской школы искусств «Art-созвездие», лечебный педагог и ритмист, лауреат педагогической премии во славу Екатеринбурга Юлия Малкова и преподаватель-логопед Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий Наталья Балакина. Они поделились опытом своей работы с нашими педагогами. Сегодня не очень, скажем так, это не секрет. Люди могут работать со слепыми, с глухими, которые могут научиться рисовать или петь, или, например, каким-то другим искусством. Потому что если норма интеллекта, человек продвигается. Но когда сочетанные дефекты, тогда сложнее. Просто очень много сил нужно, много знаний. Потому что если есть ребенок с нарушением интеллекта, ДЦП плюс уже эпилептические припадки, то тут надо очень четко выстраивать обучение, зная терапевтический подход. Собственно говоря, мы приехали именно поделиться лечебной педагогикой. Мы лечебные педагоги, у нас отделение именно лечебной педагогики. Но это единственная школа пока в России, которая имеет прямо отделение для детей с нарушениями развития. Опытом инклюзивной практики поделились с коллегами и сибайские педагоги. Кроме того, программа конференции, которая проходила в течение 2 дней, предусматривала лекционные выступления, демонстрации видеоуроков, дискуссионные площадки, практические занятия с учащимися, а также концертные выступления воспитанников учреждений культуры города. По итогам прошедшей конференции планируется издать сборник методических материалов. Ирина Оренбургина, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Доходность, инфляция, риски и другие факторы, определяющие рост капитала, рассматривались накануне представителями уфимского филиала финансовой корпорации «Открытие» в рамках встречи с частными предпринимателями нашего города. Современные механизмы инвестирования, представленные внутри клиентского сервиса компании, со слов банкиров, предлагают возможность стабильного роста для игроков разного уровня финансовой состоятельности. Подробности далее. Актуальные инвестиционные инструменты, налоговые льготы и способы финансовой защиты от инфляции обсуждались накануне в рамках прошедшей встречи сибайских предпринимателей с представителями уфимского филиала финансовой группы «Открытие». Индивидуальный инвестиционный счет, предоставляемый клиентам банка, это брокерский счет с налоговой выгодой, который позволяет освободить инвестиционный доход от налогообложения или возвращать 13% от внесенной за год суммы. Сервис дает возможность накапливать средства и зарабатывать на вложениях ценные бумаги. При этом, как заявляют эксперты, клиентам даже не обязательно изучать механизмы инвестирования. Достаточно подключить один из готовых продуктов, предусмотренных системой, и тогда все заботы возьмут на себя штатные специалисты. Существует 10 инвестиционных решений в категориях самостоятельное управление, торговля по рекомендациям и доверяю профессионалам, потенциальная доходность каждого из которых рассчитывается прямо пропорционально рискам. Сама компания, как отмечают сотрудники, соответствует максимальному кредитному рейтингу надежности ААА, подтвержденному с 2010 года. Если мы говорим о компании брокерском счете, который вы, кстати, можете открыть и в Сбербанке, и в ВТБ, и в банке Открытие, это ваш выбор, то в этой ситуации ваши средства защищены, потому что если вы купили ценные бумаги, они вообще будут храниться в национальном депозитарии. То есть независимо от того, что произойдет с банком, с вашими средствами и ценными бумагами ничего произойти в принципе не может. Для каждого клиента финансовой корпорации «Открытие» предоставляется свой индивидуальный вариант сохранения его инвестиционного портфеля, его вложений. То есть это может быть и консервативный вариант, например, облигации федерального займа, могут быть и какие-то более, так сказать, модернизированные варианты, но все зависит от того, на какой срок, какую сумму и какую доходность клиент наш хочет получить. То есть мы подбираем такие варианты индивидуально для каждого. Начиная от самых консервативных и заканчивая такими, скажем, прогрессивными вариантами, но в этом случае, понятно, мы не можем гарантировать сохранность капитала, если предлагается более высокая доходность.
Целевую аудиторию встречи составили представители частного предпринимательства нашего города. При этом сервисная база банка предусматривает механизмы инвестирования, доступные для бюджета рядового обывателя. Самый простой механизм, который может быть альтернативой для депозитов, это облигации федерального займа, номинал выпуска 100 рублей, гарантированы они государством, но доходность их там составляет 10,4% годовых. Вот, то есть это в любом случае более выгодное предложение, чем любой депозит рублевый в наших банках, но и кроме того обладает более высокой ликвидностью. Я надеюсь, что эта информация окажется для многих полезной. В принципе, есть возможность воспользоваться нашими услугами. У нас есть сайт «Открытие брокера», он в интернете доступен. Открытие счета может быть через портал госуслуг. То есть мы рады всем клиентам, независимо от их, скажем, денежных средств. Для нас клиент и что 5 тысяч, что 5 миллионов, он для нас одинаково ценен и важен. И мы готовы индивидуально работать с каждым. Получить все необходимые консультации, изучить детали и произвести открытие брокерского счета возможно в режиме онлайн без посещения офиса на официальном сайте финансовой группы «Открытие». Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Время идет, и вместе с ним многое меняется, в том числе и основы бизнеса. То, что было на пике популярности 10 лет назад, сегодня уже не актуальное прошлое. Основой любого бизнеса теперь считают идею. Как выбрать ту самую идею для своего бизнеса? На эту тему в бизнес-центре «Деловой мир Зауралья» состоялся тренинг с участием ведущих бизнес-тренеров республики. Принять участие в тренинге «Генерация бизнес-идей», который состоялся в бизнес-инкубаторе «Деловой мир Зауралья», смогли как начинающие, так и маститые предприниматели города. Мероприятие, организованное в рамках программы тренингов для субъектов малого и среднего бизнеса, состоялось под руководством сертифицированного тренера корпорации малого и среднего предпринимательства, вице-президента торгово-промышленной палаты Зульфии Хариковой. Суть тренинга о том, что помочь действующим предпринимателям, начинающим предпринимателям протестировать те бизнес-идеи, которые они собираются выводить на рынок. Либо уже у действующего бизнеса, как докрутить какие-то, может быть, свои идеи, как улучшить, как модифицировать свои идеи, да, и как это протестировать, и посмотреть, чтобы это, когда будет выходить на рынок, чтобы эта идея имела коммерческий успех. И, соответственно, для начинающих предпринимателей, как из 10, 20, 30 идей, выбрать именно те, которые максимально быстро принесут прибыль. Это вот у нас будет первый тренинг, а второй тренинг, он уже только для действующих предпринимателей. Мы будем подробно рассказывать, как получить финансовую поддержку, какая финансовая поддержка государственная есть в Республике Башкортостан и в России в целом, для того, чтобы предприниматели могли этим воспользоваться. Кроме того, в рамках программы участники смогли проконсультироваться с ментором бизнес-школы торгово-промышленной палаты Башкортостана, финансовым консультантом Мариной Бесяриной. Сам же тренинг проходил в микрогруппах, что позволяло участникам гораздо быстрее установить контакт и погрузиться в тему обучения. Основной задачей было научиться выбирать наиболее приемлемую и жизнеспособную бизнес-идею. В ходе тренинга участники обсудили критерии отбора, подходы к оценке, определили источники поиска идей для бизнеса. Здесь основная задача – это получение тех необходимых знаний, которые необходимо будет, опять же, умело вложить в свое дело. Вот при умелом использовании данных инструментов вот как раз предприниматель и будет получать положительные сдвиги в таком, в принципе, в небольшом будущем, в скором будущем. Это может быть через месяц, это может быть через 2-3 месяца. Это все будет зависеть от, во-первых, условий и от самого предпринимателя, как он будет это все с этими инструментами работать, от его, опять же, настойчивости, от его, ну, можно сказать, интеллектуального потенциала, от его коммуникабельности, способностей взаимодействия с различными структурами, в том числе и государственными, то есть той же налоговой, например, службой. Вот. И вот этот вот комплекс вот этого взаимодействия, он в любом случае даст положительный эффект. Как показывает практика, мероприятия такого рода дают стимул к новым достижениям, заряжает энергией, обучает навыкам, необходимым для успешного ведения бизнеса. Ирина Оренбургина, Руслан Кравцов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Бизнес региона активно реализует социальные программы. К примеру, торговый комплекс «Аструм» совместно с движением «Вперед Сибай» провели благотворительную акцию для жителей города. В эти дни у нас побывала звезда сериала «Глухарь» Виктория Тарасова. Она встретилась с горожанами и побывала в различных организациях Сибая. Для жителей башкирского Зауралья была подготовлена насыщенная культурная программа. Вечером театралов ждала лирическая комедия с участием московских артистов. Понимаешь, все можно изменить, если захотеть. Но главное вместе.
Все произошло однажды вечером. Именно такое название получила постановка по пьесе Александра Гельмана «Скамейка». История мужчины и женщины, которые встретились в городском парке после долгой разлуки, покорила зрителей своей искренностью. Вера – контролер номер 9 на местной трикотажной фабрике. Когда-то она успела родить сына, но женское одиночество много лет гложет душу и каждый вечер выгоняет в парк искать свою судьбу. В итоге она встретила обманщика, который представился командировочным. Юрий, он же Леша, он же Федор Кузьмич, бежит из дому от жены искать новых впечатлений. Вся его жизнь как клубок проблем, который закручивается плотнее. То ли сами герои во всем виноваты, то ли обстоятельства так сложились, неизвестно. Кто-то в зале узнает свою историю, а герои, меж тем пережив бурю страстей, стали близкими людьми, которых парадоксально объединило одиночество. И место встречи снова изменить нельзя. Это скамейка в парке. Так получилось, что изначально в этот спектакль меня позвал Олег с режиссером вместе, они друзья, с Антоном Фигуровским. Они замутили эту авантюру, позвали меня, говорю, ну ладно, давайте, может быть, что-то получится. Тем не менее, мне кажется, получился очень отличный спектакль, и я считаю, что это лучшая работа театральная своей, здесь есть что поиграть, и мне очень нравится, что здесь можно отдать душу. Зрительный зал, затаив дыхание, наблюдал историю двух людей, чьи отношения начались со лжи, а закончились откровением. Театральные критики считают эту пьесу шедевром социально-бытовой драмы, которая в полной мере отразила кризис общественного сознания начала 80-х годов прошлого века. В спектакле отражены обворожительная романтика, напряженная интрига, а главное – богатейшая гамма чувств, от презрения до нежности, от страдания до наслаждения. С потрясающей искренностью, а точнее сказать истинностью, передаваемой мастерством актеров. Как они и сами признаются, многое зависит и от зрителя. Именно эмоциональная отдача зала делает игру еще более жизненной и правдоподобной. Я получил массу удовольствия, я посмотрел эти чистые глаза, которые там смотрели, прям так наивно для меня, и я на них также. И когда такие общения случаются между глазами, а что может быть лучше? Это так прекрасно. От имени местной общественной организации по поддержке социальных проектов «Вперед Сибай», депутата Совета городского округа, председателя Дениса Андреевича Назарова. Хочется сказать, что мы очень рады возможности организовывать такие мероприятия в нашем городе. Денис Андреевич уже не в первый раз привозит в родной город различные спектакли, которые находят живой отклик среди горожан и собирают полные залы. И хочется сказать, что такие мероприятия нужны и важны нашему городу. Тем более, что артисты встречают такой теплый прием зрителей. Хочется сказать спасибо большое всем тем, кто помогал в организации этого спектакля. Спасибо зрителям за теплый прием, за поддержку. Необходимо отметить, что любые мероприятия, реализуемые в рамках программы «Вперед Сибай», встречают отклик наших горожан. И все они реализуются благодаря активности и поддержке наших жителей. После окончания спектакля публика еще долго не отпускала артистов за кулисы. Герои лирической пьесы покинули сцену под продолжительные аплодисменты. Екатерина Марочкина, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Проблема современной молодежи заключается в том, что очень сложно найти ориентир для правильного и полезного времяпрепровождения в условиях современного мира. Огромный выбор иногда заводит в тупик. Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан совместно с некоммерческой спортивной организацией «Воркаут Башкортостан» подготовили программу для реализации в 10 городах региона. О том, как проходит агитация за здоровый образ жизни, в нашем следующем сюжете. Республиканская акция «ЗОЖ-тур» дошла и до уголков Башкирского Зауралья. 10 ноября в Доме молодежи в рамках программы тура прошли лекции о здоровом образе жизни. На них обсудили вред табакокурения и употребления алкоголя. Атлеты Федерации воркаута Башкортостана на собственном примере убедили зрителей, как положительно влияет на физические показатели здоровый образ жизни и занятия уличной гимнастикой. Показательные выступления спортсменов ничем не уступали по зрелищности олимпийским.
Вечерняя часть программы включала в себя открытую тренировку в фитнес-центре со всеми желающими. Среди прочих оказались и хрупкие девушки, которые ответственно подошли ко всем профессиональным указаниям спортсменов. Оказалось, для того, чтобы виртуозно использовать простые снаряды, как турник или брусья, достаточно правильно разминаться и систематически тренироваться со своим весом. Всем знакомые еще со школьной скамьи физические упражнения являются основой для того, чтобы поддерживать здоровье своего тела с минимальными рисками травматизма. Воркаут он для всех возрастов, для каждого человека, будь то это девочка, мальчик, женщина или мужчина, либо пожилой человек. Тренироваться можно, начав с базовых элементов упражнений. Отжимания, подтягивания, приседания. То есть знать, конечно, нужно меру, то есть не изнашивать свой организм. Для этого и мы пропагандируем здоровый образ жизни. Это физкультура, не спорт профессиональных достижений, которые калечат людей, а физкультура, которая лечит. Помимо пропаганды здорового и трезвого образа жизни, а также мотивации к занятиям спорта, Федерация воркаут Башкортостана преследует и другие цели. Так, к ряду мероприятий, проведенных в городе в рамках тура, прошла встреча с представителями администрации города. Обсудили возможность оснащения городских площадок новыми спортивными снарядами для доступных видов гимнастики, а также создание общественного движения воркаут. На совещании при первом заместителе главы администрации Ильфат Фазловиче Сафине были определены предварительно потенциальные места для установки данных площадок. Сейчас остался малый вопрос, это за финансированием. Естественно, мы будем эту работу продолжать. Речь идет также и о крытых воркаут-площадках, чтобы занятие воркаутом не ограничивалось в летний период, но также и круглогодично могли ребята в тепле заниматься. Несмотря на однодневный визит гостей, была проделана эффективная работа. Прямые диалоги с молодым зрителем, свободное общение с залом, занимательные мотивирующие ролики, возможность испытать профессиональные спортивные снаряды, дружественная обстановка на открытой тренировке дали свой отголосок среди молодежи. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Руслан Кравцов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Это были все новости на сегодня. Я желаю вам удачи. Увидимся завтра.